Недавно стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина посетить Казахстан. Этот визит запланирован на 27 ноября. Казалось бы, обычная дипломатическая встреча, но в народе она вызвала бурю эмоций. Многие казахстанцы недовольны этим визитом. Почему? Потому что Россия сейчас воспринимается как страна-террорист. Ее действия на мировой арене, особенно военная агрессия против Украины, вызывают отторжение и тревогу. Люди задаются вопросом: зачем нам встречать лидера государства, которое уничтожает мирных жителей и игнорирует международные законы? Этот визит уже вызывает напряжение и порождает массу слухов. Если обратиться к официальным заявлениям, то основные темы встречи включают обсуждение энергетического сотрудничества, в том числе поставки нефти и газа, участие Путина в саммите Организации договора о коллективной безопасности, подписание соглашений в области атомной энергетики и других важных сфер, укрепление торгово-экономических связей между странами. На первый взгляд все выглядит достаточно дипломатично, но всегда ли такие визиты проходят так, как заявлено? Многие считают, что за кулисами могут обсуждаться совсем другие вопросы. Например, во-первых, попытка усилить влияние России в Центральной Азии. Казахстан активно развивает связи с Турцией, Китаем и Западом. Путин может использовать этот визит, чтобы вернуть Казахстан под более жесткий контроль России. Во-вторых, энергетический шантаж. Казахстан ищет новые пути экспорта своей нефти, чтобы снизить зависимость от российских маршрутов. Возможно, Путин попытается этому воспрепятствовать. В-третьих, сдерживание казахстанской независимости. В последние годы Казахстан демонстрирует нейтралитет и самостоятельность, особенно в вопросах внешней политики. Это явно не устраивает Кремль. Есть ли у Путина далеко идущие планы на Казахстан? Возможно, он хочет сделать нашу страну еще более зависимой от Москвы, экономически, политически и даже культурно. Россия может настаивать на более тесной интеграции в рамках Евразийского экономического союза или ОДКБ. А может, в Кремле всерьез рассматривают сценарий постепенного поглощения Казахстана, используя механизм мягкой силы. Все это вызывает серьезные опасения. Но есть еще одна тема, которая вызывает вопросы. Это продвижение русского языка в Казахстане. Недавно наш парламент ратифицировал договор об учреждении Международной организации по русскому языку. Это инициатива, которую поддержал президент Токаев. Казахстан теперь будет ежегодно платить 43 миллиона тенге в бюджет этой организации. Штаб-квартира ее будет находиться в Сочи, и задача у нее одна – продвигать русский язык как международный. Наши дети растут и развиваются в русскоязычной информационной среде, поэтому даже в казахских школах на переменах они говорят на русском языке. В городах до сих пор большинство вывесок, документов, объявлений на русском. Вместо того, чтобы направить деньги на создание среды, где казахский язык может по-настоящему развиваться, мы вкладываем их в продвижение чужого языка. Ведь на те же 43 миллиона тенге можно было, во-первых, разработать современные казахоязычные учебники для школ и университетов. Во-вторых, организовать бесплатные курсы казахского языка для всех желающих. В-третьих, создать качественный казахский контент в интернете, который заинтересует молодежь. В-четвертых, профинансировать переводы мировой литературы и научных работ на казахский язык. Сіз кейбір адамдардың Гарвардтар мен Оксфордтарды бітірмесе де, кәсіпте алғырлық танытып, табысқа тез жетіп жататынын байқайсыз ба? Олар нәтижелі, көреген, кемеңгер, батыл, жеңімпаз, олжалы. Неге олай? Бір супер қабілеттері бар ма екен деп ойлап қаласыз кейде. Бұл супер қабілеттер дұрыс кітаптарды оқып, үздіксіз өзін-өзі дамытудың нәтижесі. Мен өзімнің Patreon арнамда әлемнің ең танымал бестселлер атанған өзекті кітаптарын қазақшаға аударып, видео форматында ұсынамын. Видеороликтер үнемі толықтырылып отырады. Бұл арна сіздің өркендеу жолыңыздағы ең сенімді құралыңыз болуы мүмкін. Жазылым ақысы айына бар болғаны $1. Мұндай төмен баға мектеп оқушыларына да қол жетімді болуы үшін қойылған. Мол қазынасы бар сандық қолыма тегін түсті деп есептеңіз. Сілтеме төменде көрсетілген. Кіріп жазылыңыз. Жеңіске апарар бірінші қадамыңызды қазір жасаңыз. В-пятых, поддержать казахские театры, кино, музыку и другие культурные проекты.
Но вместо этого мы вкладываем деньги в чужой язык. Почему? Это вызывает только непонимание и недовольство. И знаете, складывается такое впечатление, что наше правительство в первую очередь озабочено проблемами России, а потом уже Казахстаном. Мы участвуем в продвижении русского языка, финансируем международные инициативы, которые, по сути, выгодны только России, и при этом постоянно игнорируем свои собственные проблемы. Почему, например, мы тратим деньги на поддержку чужого языка, когда у нас, во-первых, школы в сельских регионах разваливаются, во-вторых, медицинские учреждения не оснащены современным оборудованием, в-третьих, молодежь не может найти достойную работу, в-четвертых, многие семьи едва сводят концы с концами. Вместо того, чтобы вкладывать в развитие Казахстана, мы финансируем проекты, которые не имеют никакого отношения к нашей независимости, культуре или будущему. И это вызывает только разочарование. Казахстан по факту уже давно является спонсором войны России в Украине. Энергетическое сотрудничество, транспортировка нефти через российские порты – все это поддерживает экономику страны, которая ведет агрессивные войны. А инициатива создать организацию по продвижению русского языка – это еще один способ проспонсировать войну. По сути, это выплата дани Казахстана России. Если смотреть на это с этой стороны, то речь идет не просто о политической ошибке, а о прямом предательстве интересов нашего народа. Каждый тенге, направленный на поддержание российской политики, это ресурсы, которые могли бы работать на развитие Казахстана и улучшение жизни его граждан. Мы часто читаем в комментариях, что это наша дипломатия и тонкая игра, что мы вынуждены так поступать из-за протяженности российской границы, что мы выживаем между двух империй. Или что не нужно злить медведя. Все это есть, но дипломатия Казахстана не обязательно должна быть настолько бесхребетной и трусливой. Мы можем и должны отстаивать свои интересы с достоинством, сохраняя независимость, не теряя лицо в мире, сохраняя уважение к своему народу, ставя его интересы превыше всего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и оставляйте свои комментарии. Ваша поддержка помогает распространять правду, защищать нашу историю, наше видение и наши интересы. Спасибо, что вы с нами.